Добрый день. Зашел сейчас к Фурии Кокеле. Дал он ей большой кусок мяса, курицу. Сейчас пойду все проверю. Ну, посмотрите, какой аппетит у нее, зверский. Как хорошо ест. Ничего не пойму. Пока ничего. Камеры тоже ничего не дает. Вроде бы тужится. Что-то она жрала там внутри. Не пойму, что она там жрала. Но смотрите, с каким аппетитом ест курицу. Фуречка, это тебя с прошедшим днем рождения. Всем курицы накупил свежей. Еда закончилась, поставки пока закончились. Ты чего, эй? На, иди сюда. Идем. Ты что, меня схватить хотел? Тело. Отпугнул я его, он хотел, чтобы я его погладил. Иди сюда, иди ко мне. Тело. Иди сюда. Иди сюда. Идем, иди ко мне. Он уже ножки лезть начинает. Фурия, конечно, он богатырша. Вон и птички лазят там. Тело, иди сюда. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, молодчинка. Идем, я тебя поглажу. Иди сюда, иди сюда. Ну ладно. Надо посмотреть сзади ее, что у нее там, сразу понятно будет. Рожала, не рожала еще. Ну, пока тишина по камерам, как уже сказал. Ничего я не увидел, только туги пыталась разродиться. Ну, курица по 2,5 килограмма, поэтому нормально. Вообще как будто живота нет. Как будто сдулось все. Акела почему-то не хочет есть курицу. Вон курица лежит и все. У него аппетита как будто нет. Не знаю, впервые такое. На курицу он свежую так агрессивно реагирует. Ну, сейчас дадим, может, Фурия съест. Если он отдаст, конечно, ее. Не хочу рисковать, заглядывать в логово. Потому что пусть, чтобы она спокойнее была. Ну, тут у нас дистанция метров 5-7 сейчас. От меня сидит она, стоит, кушает. Может, рано еще. Может, завтра утром родит. Как бы начало может быть. Но так она постоянно делает. Но тут метит все равно вон. Ой-ой-ой, ты до конца даже не доела, Фурия. Ну, что-то у нее с краснотой что-то сзади. Сейчас повернется, если. Серьезно, дама, серьезно. Это Акелу, наверное, ты запугала, да? Будь здорова. Так, ты куда у нас тут мечешься? Ой-ой-ой. Хочет у Акелы курицу забрать. Так, сзади что-то есть у нее. Краснота есть. Да, есть. Походу, что-то уже выходило с кровью. Возможно, подопустилась все там уже. Какая грозная ты. С тобой опасно здесь сидеть. Да, есть у нее сзади там он. Видно вам даже, может быть. Ой-ой-ой. Так, я, наверное, выходить буду. Да, краснота у нее там.
Так, я выхожу, Фурия, все. Так, тихо, 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 Фурия. Так, все, выхожу. Так, что-то она уже слишком опасна. Фурия, тихо, тихо. Так, не подходь. Фурия. Так, надо выскакивать. Тихо. Да, есть у нее сзади. Видно. Очень агрессивно. Живот опустился, скорее всего, рожать. Прям вот-вот. Еще закрыл, выскочить не могу. Акела он преклоняется. Акелыч. В прошлый раз она так не выскакивала, она постоянно там была. А здесь посмотрите, какая смелая стала. Красавица, красавица. Да, вон красный, все. Дорогие друзья, здесь прям нора была. Вон братиша пересадили. Арию, Умку. Здесь прям вообще логово целое выкопали. Говорил, что надо по бокам бетонировать. Никто меня не послушал. Сказали, и так пойдет. Вот теперь и так пойдет, боком вылилось. Здесь сейчас камнями закидали, булыжниками. И плюс надо будет потом травой все это посеять, чтобы трава здесь прям росла хорошенько, чтобы даже мысли не было садить. Вот мешок с кормом для рыбок. Сейчас рыбок попробуем покормить. У нас здесь Саня. Саня, поздоровайся. Вот. Так, здесь сейчас тоже посмотрим. У нас в прошлый раз поотрывало здесь все. Здесь надо будет заново. Вон, видите, провод вытащили. Заново будет все это дело монтировать. Здесь вода стоит. Но здесь она и будет стоять. Вот, а там посмотрите. Вот они. Целое там логово под этим всем сделали. Ну что, погнали. Попробуем покормить. Кто-то здесь живой, интересно, остался из этих рыбок. Так, ну пока не видно, но она бы вся повсплывала бы. Хотя... Какой красивый пруд Рамзан сделал, а? Я восхищаюсь своей работой. Золотые руки. Короче, она может и на дне валяться. Рыба. Фурия, деточка. Иди в логово. Дорогие друзья, вчера у нас было у Алиты день рождения и у Фури. Вот такой скромненький подарок приготовили. Малинка. Потом у нас творожок, перепелиные яйца. Вот видите, поразбивали штук 10 этих. Курочка сверху, филейка. И такие со шкарлупой яйца тоже положили. Вот сейчас в коробке подготовили, конечно, не как у Ари было, но все же, я думаю, будет красиво. Хоть как-то мы отметим день рождения Ари и... Ой, Ари, день рождения Фурии и Алиты. Фурия сегодня получила свой кусок курицы. Ну, конечно, не мог я сделать и Фурии такое, потому что она бы... Акела бы все забрал. Поэтому пока так. Плюс она беременная. Ну, много нюансов. В общем. А Алите нашей 2 года. На самом деле очень рад, что она ко мне попала. Очень ценный тоже она экземпляр. Очень всем нравится. Очень много народу ждут от нее щенков. Поэтому возможно, как уже говорил, что если будут серьезно намеренные люди, будут думать на следующий год, чтобы она стала мамой. Ну что, погнали? Так, нельзя. Так, Алита. Так, нельзя. Нельзя. Ай. Так, Алитка. Алита, идем, Алита. Нет, нельзя. Нет, нельзя.
Нельзя, сказал. Нельзя, кабан. Нельзя. Нельзя, сказал. Нельзя. Алита, можешь? Давай, сядь. Сядь. Алита, иди кушай. Вы к мяску в первую очередь, да? Луйка, тебе повезло, что ты с Алиткой сидишь. Конечно, шрамов от нее, ой-ой-ой. Луйка у нас тоже экземпляр ценный. В общем, тут все ценные на самом деле. Куда ни коснись. Очень все важные. Посмотрите на лапу ее. Самка. Красота. Ох ты, как хрустит. Алита у нас с детства и клубничку, и все на свете кушал. Также и Луя. Сейчас весна, начнутся овощи, фрукты, рацион ягода. В лесу очень любят есть голубику, чернику. Вот она. Ну, в общем, с днем рождения. Алита и Фурия. Фурия, вон она у нас стоит. Все разродиться не может. Вон красота. Сейчас вместе творожок с малинкой, с перепелиными яйцами. Все поедите. Кисленькая, да, малинка? Ой, как вкусно. Алита, вон ребра видны, хотя всех одинаково кормлю. Видите, лапа какая у Алиты. Вот у Луи и у Алиты. Она худенькая, маленькая. У нее еще, посмотрите, след какой. Волчий. Внимательно, если посмотреть, еще волчий след у Алиты. Ну что ты, кабанюха, кабанюха, что тебя гоняет, девица? Ух ты, это у нас кто там, как обычно? Альфа прессует рыжика. Альфа молодец, конечно. Молодцы, кушайте, 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 кушай, Алит, кушай. Умница. Спустя 3 часа что-то у нас Фурия даже не заходит в логово. Подвывает, как будто просит о помощи. Доброе утро, дорогие друзья. Если честно, не очень радостные новости. Ни для меня, ни для вас. Вон Фурия рядом с Акелой лежит. Она на самом деле прошлую ночь, позапрошлую ночь тужилась всю ночь. Ходила, носилась. Я опять закапывал ее логово, смотрел, где она пыталась рыть. Но она туда уже не залазила. Это позапрошлой ночью, по-моему. Позапрошлую ночь она, получается, тужилась и все время провела в домике этом, в теремке, как говорят подписчики. Вот, но в эту ночь она нигде не была, она спала вот так вот на открытом воздухе, что очень тревожно и непонятно для меня. Она готовилась к родам, она рыла, она пыталась, ну прям все, рожать. А здесь, получается, она вот так вот всю ночь лежит, особо никуда не ходит. Мне не понять этого. Живота тоже не видно. Возможно, как-то по родовым путям что-то испускается, но не знаю, по камере видеонаблюдения был момент, когда она что-то ела, когда в будке. Возможно, как-то что-то, может, и разродилось, может, еще что-то произошло, но она их съела. Других у меня вариантов нет. Ну или еще ждем
Что-то дождем. Сейчас я туда зайду еще, все проверю. Посмотрите, у него живота, все, не видно живота. Я не вижу его. Поэтому, не знаю. Будем, конечно, надеяться на лучшее. Но готовиться к худшему. Макела лежит. Даже не пристал. Фурия, что ты? Девчушка. Что делать-то будем, а, с тобой? Хотя, не знаю, может и подспустился живот. Конкретно и... В общем, ничего не могу сказать по этому поводу. Очень жаль. Как-то резко все у нее оборвалось. Готовилась, рожала, тужила, и все в один момент прекратилось. В прошлом году немножко не так было. Все попроще. Она резко как-то рожать начала. А здесь, ну, за сутки она перестала есть и из домика не выходила. А здесь получается немножко все по-другому. Добрый вечер. У нас у наших валендов сметанный день. Вот носик розовый весь в сметанке. Вегушка. Красавица наша кушает, да, сметаночку? Умница. Тайга. Сметанку тоже ест. Смотрите на нее. Сейчас дадим нашим девчонкам. Ну а также всем остальным. Помыл вольеры. Чистенько, хорошо все. Здоровущие. Две. Вас бы в сани или на гонку какую-нибудь подготовить за месяц. По 30 километров вас прогнать и на соревнованиях выступать. Дружили бы вы только. Можно было вообще прям нормально с вами выступать. Первые места бы занимали. Да, да. По расписанию у нас прогулочка. Лорд, Моника и Вольник. Он Ариадна Вольника ведет. Более-менее из всех идет. Эти, конечно, у них шило. Кое-где. Че, тянет жестко? Да? Лорд, конечно, обижает Вольника в вольере, но ничего. Вот, там их чуть дальше сейчас походим на поводке минут 20. И потом их отпустим, побегали, что. Ага, все он. Все, отпустили малышню. Носятся, бегают. Ой, дождик начался. Ну, нам не повезло. Вот так вот нужно прогулки делать. Конечно, вообще шикарно в лесу прям гулять. Я их, если честно, уже путаю. Вольник рядом, он уже размером как Моника. Моники у нас будет 7 числа. 7 мая 4 месяца. Девочки нашей. А Вольнику сколько? Вольнику 2,5 примерно. Ну и лорду 4 будет 12-го. Ну нельзя! Лорд! Вату таскает. Куда вы ее нашли? Стекловатую эту. Молодцы вообще. Сейчас будет чесаться весь рот. Такая погода. Дождик. Не вовремя вышли. Ну, прогулка нужна. По расписанию. Если честно, так планировалось на целый год расписано и сумка, и сари гулять, но в связи со многими обстоятельствами просто, ну, я один не вывозил, поэтому там нужна была помощь,
помощи не было, поэтому выходил только с Луей, Алитой и Сарией. Ну, иногда Умку тоже брали. Но в основном, в общем, на прогулке гулял я один с ними. Все, дождь конкретный пошел. Телефон уже сейчас намокнет. Давай, давай, вперед, 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 вперед. Красота какая. Вольник, ты чё? Под дождем, красавчик. Ужу, ужу. Ой. Ну-ка, давайте вас вот так. А тут не видно будет.